Добрый вечер, вы смотрите новости на канале Якутия-24. Это прямой эфир, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Льготные авиаперелеты. Михаил Мишустин подписал постановление о расширении данной программы для дальневосточников. Борьба с ковид продолжается. Вакцину от коронавируса доставили во все районы и города республики. Супруги Орловы. Со спектаклем под таким названием к премьере готовится Государственный театр юного зрителя республики. Правительство расширило жителям Дальнего Востока доступ к льготным авиабилетам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отныне пассажиры всех категорий, не только льготники, а зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальнего Востока, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. В списке таких рейсов 21 маршрут. Выделено будет 5 миллиардов рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут в общей сложности не менее 450 тысяч человек. Грузоподъемность для проезда транспорта увеличили на 7 участках зимников на территории Якутии с 1 февраля. Сообщается, что разрешено движение транспорта с общим весом до 15 тонн по зимнику на участках трассы Умнас. Это от поселка Улаханан Хангаласского района до Алекминска, также от Алекминска до села Солянка. А транспорт с массой до 20 тонн может двигаться по автодороге Усть-Куйга-Депутатский, Белая гора. Препарат для массовой вакцинации от COVID-19 доставили во все города и районы Якутии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер, замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Накануне сообщалось, что дозы вакцины пока еще не получили Ванапутантайский и Жиганский районы из-за природно-климатических условий. Теперь эта проблема решена. Ну а по данным на сегодня по республике получили прививку против коронавируса 20 485 человек, в том числе за последние сутки 1870 граждан. Вакцинация проводится как в Якутске, так и во всех районах республики. Тем временем 108 новых случаев коронавируса зафиксировали в Якутии за минувшие сутки. Сообщается, что от общего числа заболевших в столице зарегистрировали 40 случаев. В Мирнинском районе 26, 10 инфицированных выявили в Тампонском районе, 8 в Неренгринском, 7 в Мегино-Кангаласском и от 1 до 5 случаев зафиксировано в ряде других районов республики. К другим новостям Айсен Николаев провел встречу с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району Алексеем Трубецким. Глава Якутии подчеркнул, что власти республики готовы оказать содействие в решении вопросов, касающихся обеспечения пограничной безопасности. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие органов региональной власти и пограничного управления по Восточному Арктическому району. В частности, речь шла о пограничной заставе, строительство которой, по словам Трубецкого, завершится в поселке Тикси Булунского района уже в этом году. В Якутии за несанкционированный выезд на лед оштрафовали более 70 водителей. Рейды прошли в районе Зеленого Луга в столице. В ходе рейда должностные лица провели беседы с населением, а также вручили им листовки и памятки. В отношении нарушителей предусмотрены штрафы для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, на юрлиц вплоть до 1 000 000 рублей. ГИМС напоминает, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами, выполняйте требования всех информационных знаков, говорит ГИМС. Проще станет получить результаты лабораторных испытаний химико-биологических показателей и продукции для местных товаропроизводителей. Это стало возможным благодаря открытию независимой лаборатории производственного контроля. Об этом сюжет Дмитрия Тымырова. Отныне проверить чистоту своего производства и качество выпускаемой продукции станет возможным для большинства изготовителей пищевой продукции, а также для тех, кто занимается реализацией готовых привозных продуктов. Дело в том, что уже давно у нас на территории республики осуществляют деятельность некоммерческие организации в сфере качества продукции, которая в республике выпускается, а также общественное объединение потребителей. И вот совместными наблюдениями, пришли к выводу о том, что нет охвата всех предприятий пищевой промышленности в рамках производственного контроля.
Все лабораторные испытания проводятся в кратчайшие сроки. Для этого здесь созданы все условия. Мы вообще вот смотрим на овощи, фрукты, на нитраты. Вот сегодня, например, к нам привезли вот овощи и также вот выпечку. Ага. И из выпечки, например, мы смотрим на влажность, исследуем и на пористость. Угу. А вот фрукты, овощи на нитраты. И вот, например, я хочу показать. Например, вот. Угу. На моркови 40, когда как норма 400 миллиграмм на килограмм. Это нормально? Это очень нормально. Прием продукции проходит в специальном кабинете, то есть не надо бегать по другим этажам здания. Предприниматели заходят, пишут заявление, акт отбора проб. Если что, мы помогаем им заполнять. Подписываем акт отбора, принимаем продукцию и на проведение испытаний передаем через окошко продукцию уже на анализ. И тут же в этом кабинете предприниматели после всех испытаний могут получить свои результаты, которые можно оформить как электронно, так и лично. Дмитрий Тимыров, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск. Центр правовой информации Амгинской центральной библиотеки ежегодно проводит для населения тематические мероприятия по изменениям в законах России. Представители Пенсионного фонда, налоговой инспекции, прокуратуры Центральной районной больницы ознакомили население с изменениями в 2021 году. Жители Амги приняли активное участие, задавали интересующие вопросы. С отделом правовой информации Амгинской центральной районной библиотеки мы работаем около 10 лет. Совместно выезжаем на селека, организуем там прием населения, также прием заявлений по государственным услугам ПФР. В Хандыге под Новый год Центр детского творчества переехал в старое здание многопрофильной гимназии, передает Мария Винокурова из Тампонского района. Все эти годы Центр детского творчества располагался в деревянном здании 70-х годов постройки, которое морально и физически устарело. С переездом в трехэтажное каменное здание у каждого кружка, а их 13, будет свой просторный кабинет для занятий с образовательной и игровой зонами. Основная наша задача сегодня – привести уже наше новое здание в надлежащий вид, дабы после окончания пандемии начать очное обучение. А на сегодня наши кружки работают дистанционно. Сегодня в Центре детского творчества занимаются около 400 детей и подростков от дошкольного возраста до 18 лет. Обучают их 13 педагогов. Здание намного теплее, площадь у нас стала больше. У меня сейчас отдельно будет студия, кабинет, отдельно будет класс. Здесь у нас будет еще съемочная. Вот, будем снимать видеоклипы. Ну, как бы перспективы здесь намного лучше. Ну, самое главное, конечно, то, что здесь площадь больше. На первом этаже расположилась столярная мастерская. Запланировано размещение музейной комнаты. Второй этаж целиком занимают кружки разных направлений. От робототехники, ВИА, игры на гитаре до бисероплетения. На третьем хореографический зал, кабинеты театралов и мультимедийщиков. К сожалению, нету актового зала, и надеемся, что будет ремонт летом, и на первом этаже, сейчас где столовая, обустроим актовый зал. Много добрых слов о занятиях в ЦДТ могут сказать целые поколения хандыгчан. Ведь центру, бывшему дому пионеров, в этом году исполняется 50 лет. И нужно сделать все необходимое. Самое главное – полностью отремонтировать здание, чтобы коллектив достойно продолжил свою работу. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Государственный театр юного зрителя республики готовится к премьере «Супруги Орловы». Так называется спектакль. Уже прошел первый прогон. Это русская классическая проза, написанная еще в 1897 году Максимом Горьким. Главные персонажи рассказа супружеская пара Орловых Григорий и Матрена. Премьера состоится 4 февраля в Русском драматическом театре имени Пушкина. Спектакль будет на якутском языке.
Национально-культурные объединения Якутии получили поддержку фонда президентских грантов. 32 проекта победителя на общую сумму более 40 миллионов рублей – это новый рекорд представителей объединений Якутии. По направлению поддержка проектов в области культуры и искусства. Проект общественной организации «Саха-Аймах» города Нерингри, передвижной этнографический и культурно-образовательный музей-павильон «Мир Саха» выиграл грант на сумму в 500 000 рублей. Продолжит наш корреспондент в Южной Якутии Екатерина Павлова. С 2017 года Саха-Аймах активно участвует в различных конкурсах для реализации своих многочисленных проектов и мероприятий. Впервые подав заявку в 2020 году в фонд президентских грантов, общественная организация стала победителем в первом этапе. Размер гранта составляет 500 000 рублей, а общая стоимость нашего проекта составила около 900 000 рублей. То есть здесь обязательно было одним из условий это софинансирование, которое в основном у нас прошло через наших представителей Саха-Аймах Нерюнгринского района. Проект гранта «Мир Саха» – это передвижной этнографический культурно-образовательный музей-павильон, экспонатами которого являются культурные составляющие народа Саха, традиционные предметы быта, украшения, обрядовые ритуальные предметы, литература якутского народа. Кроме того, организаторы проведут мастер-классы по изучению традиционного фольклора, якутского языка и обучению игры на хамусе. Мир Саха – это уникальная древняя тюркская культура. Человек Саха пропускает через себя природу, воспевает красоту и поклоняется белому солнцу. За советское время мы почти забыли обряды, законы, но сохранили язык. Сегодня стоит вопрос сохранения языка. Наш язык, как и природа, нуждается в помощи каждого из нас. Именно поэтому мы открываем музей под открытым небом. Такого рода площадки музея для ознакомления многонационального населения Нерюнгринского района с культурой народа Саха в районе еще нет. Срок реализации гранта – 1,5 года до июля 2022. В дальнейшем проект планируется развивать путем расширения экспозиций и географии выездов. Проведение традиционно республиканских ИСЭФов Аланхо в каждом улусе строится дом Аланхо. Это центр культурной и духовной культуры народа Саха. И вот мы думаем, что наш проект, который мы уже будем, он будет уже в тому времени реализован, станет уже одной готовой экспозицией в этом будущем доме Аланхо. Впереди у якутского землячества большие планы и много работы. Только в рамках реализации гранта уже намечено 19 значимых мероприятий. Мастер-классы, ритуальные обряды, участие в календарных национальных праздниках. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерингри. Итоги дня подведем ровно в 8 часов вечера. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе.